Падающая башня, как местная достопримечательность, есть в СНТ энтузиаст Пестричинского района, но местные дачники стараются обходить ее стороной. При установке водонапорной башни было сделано замечание подрядчику, то, что она находится с наклоном во овраг. На что мы получили ответ, что со временем эта башня выровняется, но она с каждым годом наклон увеличивается. При запуске башни сразу прекратила свою работу, произошло замыкание, так что садоводам пришлось собирать свои средства – 167 тысяч на закупку нового насоса и станции управления. Но и здесь вложения не оправдались. Выделенной мощности по забору воды не хватает в жару, воды и вовсе нет. Похоже, что энтузиасты смогли выбрать полный лимит и по обустройству СНТ, и по невезению. Новая трансформаторная станция так и стоит, как памятник закопанным надеждам на светлое будущее. Полей идет весной талые воды, и тем самым он наполовину находится в воде. А главный вопрос по весне – есть ли дорога? Сколько пролежит новенький асфальт, никто прогнозов делать не решается. Получилась у нас не дорога, а какие-то детские аттракционы. Дорога просела, тем самым талыми водами идет по верху асфальта, чем самым начала промывка асфальта. Дачников падающими башнями не удивишь, есть такая же и в Казани СНТ 50 лет Победы. И здесь также вопросы по работе новой трансформаторной станции. Осенью поставили трансформатор, но в итоге так его не подключили, никакого движения нет. На вопросы, когда сроки будут, какое-то действие, никакого ответа я не получаю. По сведениям председателя, на установку неработающего трансформатора по госпрограмме было затрачено 7 миллионов рублей. Свой памятник деятельной бездеятельности есть и в обществе «Волга-Гидрозем». Здесь поставили неработающую водонапорную башню. Писали, звонили, ходили. Нам каждый год обещали, каждый год приезжали в начале лета и в конце дачного сезона. Все обходили, все внимательно выслушивали, и опять на год все пропадали. Вот уже сколько, 5 лет прошло, у нас до сих пор нету. Полноценно мы не можем пользоваться водоснабжением. А водоснабжение – это же главное для садоводов. Неработающие объекты благоустройства дачники считают не достопримечательностями, а бесполезными памятниками, признаком цивилизации. Бесполезные памятники, да, как мы посмотрели. Насколько, Рустам Камилович, такие примеры бесхозяйственности? И для меня вот еще один вопрос. То есть все председатели СНТ говорят о том, что кто-то установил, кто-то сделал, кто-то обещал и так далее. Кто в конечном итоге отвечает за вот эту бесхозяйственность? Ну, действительно, если это на самом деле так есть, это очень бардачок, так скажем, да? Ну, не только. У нас у каждой ошибки есть фамилия и адрес. Конечно. И в настоящее время, то есть при реализации программы, это проводится где-то торги, заключаются договоры, есть гарантийные обязательства. Каждую эту работу выполнял конкретный подрядчик. И на сегодняшний день я полагаю, что необходимо направлять какие-то гарантийные письма для устранения, но в то же время кураторы тех направлений, это электричество, водоснабжение по строительству дорог, они как бы должны мониторить и наверняка же подписали акты выполненных работ, приемку, то есть деньги заплатили за это. Если под другим углом посмотреть, это может даже образовать состав там уголовно наказуемого какого-то деяния, да? Поэтому такие вещи недопустимы, и это, как сказать, дискредитирует в том числе и программу. И саму программу в том числе. Конечно. Кто подписывает, Владимир Федорович? Ну, это... Кто инициирует, кто подписывает? Как такое происходит? Фонд квалификации все это делал в свое время, а у них есть подрядчики, поэтому вот мы несколько раз просили сметы на вот эти скважины, на баки, даже вот депутат Госсовета Власов обращался по этому поводу, я знаю, что ответа не было. Поэтому вот подписывал председатель, может быть, или какой-то другой административный лицо. Было некоторое время, потому что подписывали из администрации. То есть и председатель в том числе подписывает, да? Из администрации муниципального образования. Но они, не знаю, специалисты, не специалисты там, ну, раз подписали,
а им надо было закрывать все это дело. Ну, как это обычно Было бывает. хоть одно обращение за последние годы вот по такой бесхозяйственности в правоохранительные органы, в суды, чтобы попробовать отстоять и вот эти суммы пустить на благо жителей? Или заставить подрядчика исправить вот эти ошибки? Ну, вот мелкие, там же сказали, вот, допустим, второй вариант, что там вот было небольшие ошибки такие, они исправляются. Но вот это крупная ошибка одна. Вот большая. это Эйфелева башня. Да. Ну и Пизанская. 5 лет не подключена Не Пизанская Эйфелева, башня. а Пизанская башня. И Пизанская каким башня. образом? То есть, ну вот 5 лет. Да. Что дальше? Мы смотрели сначала, он приглашал нас, мы приехали, комиссия была, и вот он вам сказали, что оно исправится. Ну, небольшой угол был, но так было видно, что отклонение есть от вертикали. Но он сказал, что исправится. Вот в этом году это исправление не произошло, а произошло еще увеличение угла. Не знаю, Рустам Камилович, меня смущает, конечно, все равно, когда в формулировках присутствует он пообещал, он сказал Нет, изменит конечно. и так далее, и так далее. 5 лет тянется просто разговор, который ни к чему не обязывает в конечном итоге, потому что нет у подрядчика мотивации, нет угроз. Тахир Гемидяевич, вот как бы вы вообще оценили вот этот бардак? Во-первых, начал бы с того, значит, буквально 7 лет тому назад началось финансирование в большом объеме. Мы были к этому не готовы. Мы и сегодня не готовы. У нас и такое будет продолжаться и в дальнейшем. Потому что, вот представьте себе, построен большой корабль. Большой, мощный корабль, и у этого корабля нет капитана, нет команды, нет, значит, лоцмана. И сегодня выдают, значит, получаем деньги налогоплательщика почти 750 миллионов, и нет Министерства сельского хозяйства, там полединицы штата. Скажем, вот сейчас председатель садоводского общества Союза садоводов, они в это дело, и они, значит, не могут. Мы были недавно в том году, Волков с нами тоже съездил, в Санкт-Петербург. Есть нормальная схема, как работают люди в Санкт-Петербурге. Там работает 20 человек, деньги выделяются... Отдельное ведомство. Да, отдельное ведомство. 8 раз меньше они получают денег, чем мы. Там где-то 2,5 миллиона садоводов на 1 300 000. Они получают всего 240, вот посмотрите. Но здесь отделы есть, здесь есть архивный, здесь есть инженера, здесь есть юристы. Ну, сколько бы там ни было, это у нас будет продолжаться и приумножаться. Вопрос возникает еще в другом. У нас в 2020 году была создана межведомственная комиссия при правительстве под руководством самого премьер-министра. Мне кажется, вот эти моменты, во-первых, необходимо создать отдельную структуру, потому что под эти деньги никогда, кто бы там ни работал, вот я уже не первый год работаю и встречаюсь с садоводами, один на один, бываю в разных городах, поэтому сегодня нужна структура управления. Под эти деньги и без денег еще можно очень много провести работу, навести порядок. Им бесконечно, им спасибо, вот, значит, они, и особенно счетной палате, они, значит, практически многие факты я знаком, и я думаю, что вот наша встреча должна подтолкнуть и правительство, и Министерство сельского хозяйства. У нас ведь у 7 нянек, как еще говорят? Вот у нас и Министерство сельского хозяйства, Министерство транспорта, Министерство дорожного хозяйства, Министерство, значит, промышленной торговли. Должно быть единый заказчик. И система контроля со стороны садоводов, со стороны вас, должны четко, конкретно работать. Деньги, которые зарабатываются, они формируются за счет налогоплательщика, к сожалению, мне и нашим, наверное, депутатам мы об этом высказали. После поездки написали записку официальную, и председатель парламента знает об этом. И мы встречались с заместителем председателя правительства, министром сельского хозяйства Забаровым. Но мне кажется, сегодня надо решать. Пока без решения этих задач постоянно будут разные вот такие случаи, потому что эти большие деньги, они требуют большого внимания, и чтобы эффективно их надо использовать. Вот чуть-чуть поясните, пожалуйста, как деньги из бюджета вот конкретно до садоводческого товарищества доходят, Владимир Федорович? Ну, через какое министерство хотя бы? Либо просто выдают, вот подойти? Нет, значит, формируется заявка. Заявка... От кого? От садоводческого товарищества. То есть от председателя СНТ? Да, от председателя, от коллектива вот этого садоводчества. Или достаточно председателю? Или нужно там собрать? Решает на собрании, что, значит, мы участвуем в программе, нам нужна, допустим, новая скважина. Так. Вот. Это решение, оно выносится собранием, и с этого
момент начинается работа. Собирается комплект документов определенный. Ну, кстати говоря, вот здесь вот указано, 22 документа требуется. Это, может быть, лишнее вот по сегодняшнему постановлению. Вот ну, даже 22 не спасает от таких ситуаций. 22 документа может, и нормально. для того, чтобы... Да, вот. Хорошо. Дальше. Куда несете? Значит, они затем идут в Министерство сельского хозяйства. Министерство сельского хозяйства вот по сегодняшним правилам отправляет их на экспертизу, эти документы. Ну, там и еще сметы есть уже. Экспертиза проводит, значит, отбор, проводит экспертизу, и если там какие-то ошибки есть, выявляет, происходит исправление, и возвращается потом этому садоводческому товариществу, он получает комплект документов этот, и идет еще раз в Министерство сельского хозяйства на то, чтобы уже провести отбор по вот именно другого типа, чисто юридические, какие вот документы. Дальше, да, Марина вот Александровна, что происходит? К вам пришли. Я немножко прошли. поправлю. Во-первых, у нас есть два направления. Это ремонт внешней инженерной инфраструктуры. Это то, что вот как раз ремонтировался в водоснабжении и водонапорной башне. Это был главный распорядитель бюджетных средств Министерства строительства и ЖКХ Республики Татарстан и государственный заказчик ГБУ инженерной сети. Министерство ежегодно в начале года направляет запросы в органы местного самоуправления о потребности, необходимости ремонта определенной инфраструктуры, электрика, дороги. С 2023 года водоснабжение, водонапорные башни и площадки ТКО обеспеченность, это уже перешло в рамках субсидии. То есть, если раньше был капитальный ремонт со 100% финансированием, то сейчас 99% финансовое обеспечение и последующее уже, как вот Владимир Федорович говорил, государственная экспертиза, пакет документов и отбор. Ну, вот здесь я хотел только один момент уточнить. То есть с 2023 года денежные средства перечисляются на расчетный счет СНТ. Главным распорядителем бюджетных средств Министерством сельского хозяйства. Они далее отбирают подрядчика, выполняют работы и перед вами То есть отчитываются. само СНТ, председатель СНТ? Подрядчика выбирает само СНТ. Также на собраниях протокольно фиксирует направление, кто будет выполнять работы, рассматривает предварительно сметную документацию с расчетами, и потом уже они проходят процедуру госэкспертизы и последующее участие в отборе. То есть, я так понимаю, это все госэкспертизу проходило, да? Обязательно. Но это другое ведомство делало, но госэкспертиза однозначно проводилась. То есть инженерные сети, это бывший фонд газификации, он как бы сейчас от этого отошел. Вы говорите, субсидии передаются СНТ, они сами. А остальные виды работ, то есть дорога, это через Минтранс, Главдортранс, и у нас электрика остается.